Поиск гармонии среди хаоса современного мира. В эти минуты в Казани завершается международный фестиваль современной музыки имени Софьи Губайдуллиной «Конкордия», который проводит симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Кстати, многие произведения здесь звучат впервые в Казани. Вместе с современными композиторами и яркими солистами взглянуть на современный мир через призму музыки попыталась Полина Кострицкая. Музыка Софьи Губайдуллиной звучит на фестивале «Конкордия» ежегодно. 4 года назад она сама благословила его, назвав событием и большой надеждой. Главная цель «Конкордии» – сделать современную музыку доступной современному слушателю. В 20 веке это такой огромный пласт, это такое невероятное решение звуковое. Это тоже целая история, да? Это как вот революция, коллективизация. Я думаю, что тенденция в торжестве мелодии, которая доказывает свою жизнеспособность. И вот эти ломки 20 века, поиски, она прошла очень достойно. И сейчас постепенно композиторы приходят к первооснове. Такова музыка Евгения Светланова. Ее гармония и русская песенность среди хаоса современности покорила пианистку Елену Тарасову. Какая жизнь, такая музыка. Да, если есть катаклизмы, если есть мировые войны, конечно, композиторы это воспринимают. Светланов наоборот, он дает нам путь в будущее на основе нашего прошлого. И путь в будущее очень гармоничный и очень светлый. Сквозь диалог скрипок и торжество оркестрового звучания слышится голос всепобеждающей природы, стремление от хаоса к свету. Музыку Арнольда Шонберга сравнивают с произведениями Кафки. Экспрессионист и романтик, композитор остро реагировал на окружающий мир. Но вот в картину современности вливается одинокий татарский напев, а затем врываются ханы на конях и слышится шум битвы, который внезапно прерывается мелодией гармонии. История сквозь современность – это концерт Рашида Калимуллина для фортепиано с оркестром, солист Федор Амиров. Поиском нового занимались во всех видах искусства, ведь оно не может стоять на месте, как и сама жизнь. И если классическая живопись эту жизнь старалась изобразить, то современные течения создают свою реальность или даже ирреальность. Новые инструменты, техники и способы выражения искали и в музыке. Порой она тоже становилась малопонятной, особенно для своего времени, опережая его. Многие произведения становятся доступными слушателю только сейчас. На фестивале «Конкордия» большинство сочинений звучат впервые в Казани. Открытием стала и венгерская рапсодия Листа в переложении для виолончели Поппера. Борислав Струлев доказывает, виолончель может звучать и как рояль. Музыка дает безграничные возможности. Музыкант-виртуоз исключительного темперамента и обаяния, участник многих оригинальных проектов в разных странах, пытается творить с виолончелью невероятное. Для меня вообще игра на виолончели – это не инструментальная игра. Это театр, драма, опера. И каждая нота, каждая фраза, каждый абзац, эпизод довольного произведения – это театральная постановка внутри моей головы. Выражает ли музыка время и его духовные искания? Множество ответов в произведениях Алексея Рыбникова. Поиск духовности в современном мире – одна из главных тем композитора. Его концерт для виолончели с оркестром не только прозвучал впервые в Казани. Знаменитый российский виолончелист Александр Князев вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана записал это произведение на диске фирмы «Мелодия». «Конкордия» – это не только концерты. Выдающиеся солисты современности делятся секретами мастерства с казанскими музыкантами. Накануне мастер-класс провел Алексей Огренчук. Выпускник Парижской консерватории, один из лучших современных габаистов. Сегодня он выступает и преподает в разных странах мира. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность назвать себя профессионалом по-настоящему, мне кажется, что необходимо быть в контакте с музыкой, которая появляется на свет сегодня. Вот, поэтому я считаю, что это прекрасно, что такой фестиваль проходит здесь. Я с огромным удовольствием принял приглашение Александра Сладковского сюда приехать. Ежегодно «Конкордия» собирает полные залы. Идут даже на самые неизвестные названия и новые имена. Знак качества и гарант доверия – симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Стараемся понять
Нам очень интересно. Духовный такой, знаете, подпитка, которая необходима каждому современному человеку. Мне очень трудно было, например, понять Софью Губайдуллину. Но вот через некоторое время я стала ее лучше понимать. 4-й фестиваль современной музыки «Конкордия» – это 4 насыщенных концерта, 10 ярких солистов, 8 произведений, исполненных в Казани впервые. Кстати, цифры в музыке не случайны. Арнольд Шонберг в 20 веке создал додекафонную систему композиции, основанную на строгих расчетах. А открытий в современном музыкальном мире найти можно еще немало. Полина Кострицкая, Андрей Сентальцев, Айрат Мухамедзянов. Столица. Итоги недели.